Сегодня храмы возводятся по всей территории Якутии, в том числе в населенных пунктах, где их никогда не было. Церковь сейчас является необходимостью для множества людей. Жизнь современного человека без нее невозможно представить. Один из храмов из новейшей православной летописи Якутии расположен на правом берегу реки Лена, в поселке Нижний Бестях. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников в православной церкви. С этого события начинается Евангелие, и потому оно почитается как начало нашего спасения. Во все времена Благовещение особо любили на Руси. Народ Божий связывал пробуждение природы после долгой зимы с освобождением от греха и смерти, мрачного сна души. Жители Нижнего Бестяха считают для себя огромной честью и радостью славить Бога в своем храме, посвященном этому празднику. Тем самым, верят люди, и сам поселок посвящен Божьей Матери, находится под ее неустанным покровительством и защитой. Нижний Бестях – поселок городского типа, административный центр Мегино-Кангаласского района Якутии. Железнодорожная станция в 10 километрах от поселка и 15 километрах от Якутска. Расположен на западе Улуса, на противоположном от Якутска высоком правом берегу реки Лены. Возник в 1920-х годах как транспортно-перевалочный пункт. Отнесен к категории рабочих поселков в 1971 году. Выполняет транспортные функции и сегодня. Через Нижний Бестях проходят трассы, связывающие Якутию с европейской частью страны и с Москвой. В поселке имеются речная пристань, автопредприятия, торговые и складские базы. Население занято преимущественно в транспортно-перевалочных организациях межрайонного значения. В силу того, что поселок был заложен в атеистическое советское время, православного прихода здесь никогда не было. Только в начале 90-х образовалась община, а в новейшее время православный приход в поселке Нижний Бестях действует с 2005 года. С того времени регулярные богослужения проводились в помещении поселкового дома культуры. Огромную роль в строительстве храма сыграл Георгий Бор, в те годы глава поселка. В 2004 году я встретил священника в Москве. Он проходил дорогой, здесь загнали священника на Колыму. И он проходил это, и он начал, говорит, столько населения, все русские, у вас храма нет, неужели вам не стыдно следить там? Но я уже собирался на пенсию и баллотироваться на должность главы администрации. Я пообещал ему, что если меня выберут, я постараюсь приложить все усилия, чтобы построить Нижний Бестях. В 2005 году произошли выборы, и меня выбрали. Естественно, на выборах в Бестяхе не сильно много прихожан, но все равно они есть. Они ютились по жилым домам, в Доме культуры. Я им всем обещал, что мы построим храм. Это было в 2005 году. Начали строительство в 2012 году. Вот это все время 7 лет понадобилось для того, чтобы убедить людей, что никто кроме нас его не будет строить, что только мы, собравшись вместе, построим этот храм. И вот с 2012 года началось строительство храма. Храм возводился на пожертвования прихожан и при поддержке крупных меценатов. Жители поселка не всегда могли помочь деньгами, но каждый стремился внести свой вклад в строительство. Кто стройматериалами, а кто и участием в субботниках. Все прекрасно понимали, что делают благое дело, и поселку нужен храм,
Не только для молитвы самих жителей, но и для всех приезжающих в поселок. Да и одним своим присутствием на трассе федерального значения он стал бы значимым символом единства всей страны под покровом Божьим. В Нижнем Бестяхе основная масса – это, конечно, христиане, люди. Поэтому храм необходим Бестяху. Потому что я давно нахожусь в Нижнем Бестяхе, давно здесь работаю. Постоянно знаю проблему людей, да, как бы все приходят к главе, все говорят, почему у нас нету церкви, нету храма, куда могли прийти, поделиться своими мыслями. Храм просто необходим людям, это вера, это обращение к Богу. Здание возводили 4 года. Община прихода неустанно молилась за устроителей и благоукрасителей своего храма. Все эти годы за строительство отвечал староста прихода. Сначала скитались, можно сказать. Дома, квартиры снимали. Потом нам разрешили в Дом культуры. Там проводили службу. Нам выделили тогда священника. По воскресеньям он приезжал к нам в клуб. Потом хотели все жители, и даже прихожане и не прихожане, желали, чтобы был храм в поселке. 19 августа 2015 года сделанный из бетонных блоков однопрестольный Благовещенский храм был увенчан 5 куполами и крестами. Якутский архипастырь владыка Роман совершил их освящение. И благослови достояние Твое, Храм засиял куполами. Сегодня его кресты видны далеко за пределами поселка. Он словно маяк на реке Лени. 7 апреля, в престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, архиепископ якутский и ленский Роман возглавил божественную литургию и чин малого освящения. Помолиться в этот день пришли многие жители и представители районной и поселковой администрации. Сегодня мы совершили первую архиерейскую литургию и отметили первый престольный праздник храма Благовещенского поселка Нижний Бестях. Нижний Бестях – это особое место, это транспортный, крупный железнодорожный и водный узел. И по своему происхождению он совсем молодой поселок. Однако же уже на сегодняшний день он занимает исключительную роль. И именно поэтому многочисленные жители поселка Нижний Бестях уже более 10 лет назад организовали и зарегистрировали общину. И вот сейчас этот их молитвенный труд вылился в тот праздник, который мы отмечаем. Это первый храм Мегино-Кадгаласского улуса. Надо сказать, что до революции центром этого улуса было село Майя, и там находился храм Василия Великого. Будем надеяться, что милостью Божией и усердием жителей этот храм будет восстановлен. Но на сегодняшний день в Мегино-Кадгаласском улусе один-единственный храм – это храм Благовещенский поселка Нижний Бестях. Меньше чем через месяц, в первое воскресенье сентября, архипастырь совершил великое освящение храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь стала первой действующей в Мегино-Кадгаласском улусе и первой за 100 лет воздвигнутой в поселке Нижний Бестях. Ее ждали долгих 10 лет. Сегодня поселок – один из развивающихся населенных пунктов Дальнего Востока. Здесь стыкуются 2 автодороги федерального значения – А-360 Лена и Колыма, а также автодорога республиканского значения Амга. Нижний Бестях связан с Якутском грузопассажирской паромной переправой, работающей в летний период с окончания ледохода до начала ледостава. Ходит также пассажирский речной трамвай и частные катера.
Тарифное расстояние между населенными пунктами 23 километра. Зимой связь осуществляется по льду реки. В межсезонье связь возможна вертолетом или судном на воздушной подушке. В связи со строительством Амуро-Якутской железнодорожной магистрали Нижний Бестях стал крупным транспортным узлом Якутии. Поэтому поселку планируется придать статус города. Население Нижнего Бестяха постоянно растет. Увеличивается и количество прихожан. При храме сразу же возвели и воскресную школу, которая сегодня работает и пользуется популярностью среди детей и родителей. Здесь дают знания о Боге, о Его заповедях, православии, о духовной жизни в целом. Все, без чего невозможна сознательная, крепкая вера. Преподаватели – глубоко воцерквленные люди. Они учат ребят не только словом, но и примером собственной жизни. Я веду у них азы православия, я разговариваю с ним о Боге, разговариваю с ним о хороших поступках, что правильно, что неправильно, для чего мы созданы, для чего вообще весь мир и как его воспринимать. Домой мы, конечно, ничего не задаем, я просто говорю, чтобы учили свободные молитвы, Божье Слово, вот, хорошим поступкам, чтобы плохого не делали. Храм сразу же стал украшением поселка, его культурным и духовным центром. Белоснежная церковь приветливо сияет золотыми куполами. Строение, виднеющееся издалека, словно приглашает людей со всей России. Сюда стремятся и местные жители, и все те, кто путешествует по нашей огромной стране. Путники останавливаются, молятся и продолжают свой путь. Через храм проходит много паломников. Их немало. В Якутск едут из других районов поклониться городским святыням, потрудиться в монастырях. По трассе, проходящей через Нижний Бестях, добираются до Якутска и многие студенты из разных городов республики. В том числе, конечно, и студенты Якутской духовной семинарии. Так что можно сказать, что этот храм своего рода ориентир для молодежи. Посвящение храма Благовещению, началу Нового Завета, глубоко символично. С появлением в Нижнем Бестяхе церкви в поселке тоже началась новая жизнь. Он необходим. Хотя это и новый советский такой поселок с 30-х, кажется, годов. Но как можно сказать, что вопрос даже нужен или не нужен? Конечно, необходим, потому что без храма, без молитвы нет спасения. Мы можем помолиться и дома, конечно, да, но причаститься и покаяться в грехах мы можем в храме. Поэтому это как если спросить, нужны ли больницы? Мы больны грехами, так как болеем телом, так и душой мы болеем, а лечение необходимо. Поэтому ждем, конечно, все новых прихожан. Отец Сергий – настоятель храма. Трудится в Якутии уже 25 лет. В течение недели он служит в главном храме епархии Преображенском кафедральном соборе в Якутске, а в воскресные дни приезжает в Нижний Бестях. Зимой по ледовой переправе, летом на пароме. Прихожан отделяет от столицы республики широкая река Лена. Но они не чувствуют себя покинутыми, потому что богослужебная жизнь здесь не умирает. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в поселке Нижний Бестях вписан в современную историю якутской епархии. Он небольшой, но красивый и функциональный. Имеет комфортные помещения на прихрамовой территории для детей и взрослых. Здесь занимаются ребята в воскресной школе и собираются прихожане. По воскресеньям звонница храма призывает всех верующих на молитву, и колокольный звон плывет над Леной, оповещая православных.